يتو الزوكين وج звук золкин у меня чукса вож нормально хетсон предводитель. Ерца ша гастовал жок дердуз бар дерца вези защищать вот вези. Но вайн хета говорит тахан Нет, просто смешивается. Аббак, разницу Юхан, Золкин и Карпенки. Просто Карпенко не загоняет в угол. А вот у Золкина есть такая черта, он прям загоняет в угол и принуждает говорить, как бы, ну, вот он загоняет в угол. Вот смотри, после второй чеченской, когда чеченский след, один чеченский бог, и момент таячу тяхвой хилю тяюя нохчи чеченцы, ой, инаквой и те, там, наверное, оставались мальчики, которые действительно нохчи кенти хилаквой после второй чеченской, которые остались, которые сделали это имя. Талеч, Дина, это я не знаю, нарочно это делают они или несознательно это делают, но просто они дают себя втоптать в землю. Они сегодня делают такие вещи, начиная с лапки Аладдина этого, и специально диаштухвацис, или, может, несознательно они делают сунцаха, и синцатяхка и диаштуцун. Но они просто втаптывают в землю имя Нохчи. Гумдаскса, тяжкий рук. Тихаш, Нохчеват, Сибати Хаусаш, Зучен Сибати Хаш, Осаги Сибати Хаш, Кош Рукай Нохчеват. Нохчи чё, аш мауиз, нохчи чё, аш вуиз, нохчи зудаются, нохчи убахтоша, нохчи мумабахтоша. И жютке вела, и дагестанец вела, и осетин вела, но нохчи матбюч, нохчи умабахтоша. Так, да, и ахде. Оповещение ел, и Нохчи Бацанах, чечене говорящий был. Все. У вас тоже там много украинцев, других языков говорят. Кстати, вот этот... Веселая, бра. Сухая буду Шунгиной, у них есть на интервью украинцы пленные, где они допрашивают их. Что просто в курсе у вас? Нету. Соном Цагина, я, по-моему, в начале забудем Золкин интервью, вож милу вож Ирак войца Ирахцу Ибраим интервью. Карпенко и Золкин еще укуш. Карпенко, да? Да, вож. Вот, از нормально отсюда хета хвач, از يحكي لير بوخش. يرى اتشين اهت الچانا تعاون تعلموه او تعاون وإيسكي ويت. از منستخن زد وقت تلت ترليوش دو تخوش اتخن نيجدي نناتشناليسون دك دو اتوان بالا دولير تروز دوخشتوش. Москва, цигар, зеленый свет, мост встречать, честь, уж минты ждать, и шклиус бернахте. Раз, один день, шея дa'юлина, движение мелдик, от он был лошчено. Тахадир, хунца ду ишт, хунца уцмекш берцанна, ду ишт чо, бюч, бетер, атахан, от он боли наш даже, нахче был, санцути дохш, букош, бетер. Просто кан лам дадирзич, явно цаун кечош букот вот а кема кашта хагуш до сорцун эду. Просто... Югат ака, Ибрям собор дела. Югат ака
Гинц ногчи там тябелах, цигах белах, 6 статусов мб ногчи. И венте квасер дуй, версии почалки, венте квасер. Из-за программы юшун, из-за сценария юшун. Золкина вообще-то, как тебе сказать, поймите меня правильно, это политическая проститутка. Это. Ну, Карпенко, он еще более не менее бяхмобилаш, но он политический неправдивец, короче. И в конце концов, все-таки я так думаю, что в Чечне будет грандиозный кипиш. Кипиш будет по-любому. Осун эдало, что царис. Там 100%. Как удар вот этот Золкин, конечно, они ведут себя вот примерно на этого Золкина. Если посмотришь, он мне лично напоминает среднестатистического русского. Вот, судя по его такому отношению там и так далее. Но при всем при этом у нас как бы нечего вообще ему как бы ему сказать, да? Или как-то оправдать вот этих вот там оправдание вообще я моя он там сидит, рассказывает, ему там 200 тысяч платят, он там туда приехал, да, там насильно добык швешбу, это тоже понятно. Но даже насильно добык это оправдание моя. Насильно, да, он там 1000 моментов есть, причин есть, где ты можешь, где ты должен, короче, не поступить вот так. Да вся И что Россия, все мужчины, которые идут туда, Россия, не Россия, вот они идут туда ради денег, потому что вот я работаю в микрорайоне, где все военные. И раз и бас, они только из-за денег туда идут, потому что у кого-то ипотека, у кого-то кредит, у кого-то там еще что-то. Но именно войношний акцент Золкину, это не просто так. Это не просто так. Да, вот это акцентирование на чеченцах. И еще как бы русским он пытается, вон, видите, у вас они типа гасят. И как бы перекинуть все вот это, какую-то вражду там между собицу, чтобы вот эти русские против этих там становились, эти против тех. Потом то они говорят, что чеченцы там везде как бы на них нападают, потом они говорят, что чеченцы убегают везде. Просто там с другой стороны становиться на одну сторону. С вот этими подрусскими тоже там нету вариантов у нас. Абсолютно их оправдывать в чем-то. Вот он, например, целых 20 штук, короче, делаю еще с баган штукцу. Но там еще в чем проблема? В том, что целое вот это поколение вырастили. Вот он сидит, он не знает, он говорит, что это все нормально. То есть давать взятки, там какой-то ворованный мотоцикл купить. Не стало ли Дина, хибаш, вариант частым, а я бахка дахкан. Повох вез эльч. Все, там вариантов нету. Кахиет от силы сюсях.
Юсо пуй, зауруй, милуй, байкер, никелши. Тунах как едсун. Ехай найс. Он сам говорит, ну, имел тук бухаyon, которых обманули. И начиная с 2013 года. Здесь Машьёга. Эмилу Хайагу. Ты его Маш историю знаешь? Пахилова. Не знаю. Если Я вчера что есть прочитала про новое него. добавить. Поинтересуйся, кто он такой вообще, что он делал, когда был дома. О, блин. Может, Ну, а ну-ка скинь мне что-нибудь про него. та- Я бы там, очень рада видите, была бы узнать. становиться вот с этими чуваками там на одну сторону, он что что Амели уже там полностью мусор юхтун кверчу. Ну, при всем при этом Мусор, этот мусор в нем, при всем при этом вот этот мусор в его голове, это воспитали те же соотечественники Золкина, Карпенко, вот это вся западный вот этот мир, когда способствовал, когда нас в сортирах они мочили, когда нас всех уничтожали. Да. Да, президент Украины на сцене там кривлялся, кувыркался, смешил этих людей, когда нас с асфальтом равняли, да, нас без вести теряли, насиловали, там Да, все, да, что да. угодно над нами творили. Они там друг с другом, там всякие вот эти нынешние политики, Ключко, вот эти боксеры, они с Кадыровым там встречались, обнимались, целовались полностью. Потом весь Запад привозил Ван Даммов, Стивен Стигалов, всех вот этих известных каких-то людей туда. Понимаете? Все вот эти вот, и Ван Даммы, и Мандаммы, и Тайсон, и все вот эти люди, они способники тому, что воспитали мусор в голове целому поколению, вот это русня. То есть он считает нормальным, что взятка это нормально. Они не понимают, это что, уж Сахет, тот же Кадыров, он не понимает. Ему все время там, Ключко, все вот эти, когда они встречались там на всяких мероприятиях, они им говорили, о, это нормально, вы россияне, молодцы, нужно быть россиянами. Всем чеченцам вбивали, что мы плохие, мы, короче, как бы занимаем сторону, ну, вот этого, мы виновны, да, в той борьбе, которую мы ведем. Русские, они правы, вы не правы, вы вот не должны сопротивляться. Нас Украина передавала туда по запросу русским, с Европы передавали туда тоже. Про турецкие, про арабские вообще говорить не буду. Не то, что передавали там. Свободец, вот это все, вот этим мир занимался, и чеченцам объяснили и доказали, что мы не правы, что в этом мире работает и вообще действует закон сильного. И что вот сильный, когда идет, ты ему не должен сопротивляться, ты должен русскому убийце, насильнику, ему подчиниться, стать с ним на одну сторону, заниматься тем, что он занимается. В этом мире только ты должен быть на стороне сильного, на стороне мощного Боша. И все вот эти вот, всем миром нам внушали это. Сегодня что произошло? Да, нам внушили это, нам куда вот этот вот чувак, который там сидит, это все, его мусор в голове, он результат того, что вот это вот нам всем миром вбивали. А теперь что? Теперь чем недовольны они? Если этот мудак, я извиняюсь за откровенность, если такой, этот мудак и такие мудаки идут потом, мародерничают, они еще не понимают. Кадырка тоже не понимает. Он говорит, все, я понял, в этом мире действует, короче, законы сильного, да, я полностью под-русски. Он стал под-русского, а потом украинцы, Ключко, Зеленский, которые ему это все вбивали своими
вот этими посещениями, мероприятиями, представлениями в России. Он потом, когда в их сторону смотрит, вы чего? Надо же, в этом же мире действует закон сильного. Давайте теперь вы тоже в Россию сюда, как и мы. Это же нормально. Он уже не понимает. Ему вот объяснили, что вот так вот должно быть. Давайте, мы сейчас за 3 дня вас сюда назад вернем, Бог. А те потом не хотят сами почему-то. Вот нам все внушили, что надо быть под русскими, что надо перед силой склоняться, что надо полностью на их сторону переходить, что надо действовать под ними, быть под ними, находиться. А когда самим потом это же предложили, они почему-то не хотят и борются, и воюют против этого. Вот как-то так это работает. Я сейчас не говорю, что воевать, бороться против этого не надо. Именно надо против этого бороться, воевать полностью, все что угодно, всеми силами сопротивляться. Но нам-то внушили обратное, весь мир взял сторону русских, и нам доказали, что нужно подчиниться законам и власти сильного. Вот и все. Вот этот результат сейчас вот эти вот кренделя, которые туда идут, ему внушили, что вот это взятничество, оно должно быть. Там же они установили русский мир полностью. Полный русский мир, он пришел к нам, чеченцам. Вдвойне даже. В двойной дозе. И что и ситуация. Теперь мир сегодня получает назад, но при этом еще нам возникают, чеченцев обвиняют. Почему вы, вот мы когда вас вместе с русским передавали, мы когда русским содействовали, вас тоже призывали подчиниться русским, почему вы не победили русских и нас всех, весь мир не победили? И вот не отстояли, там, видите ли, свою свободу, там, и сейчас почему вы это не можете? Да сейчас, если даже вот этот мусор, который никогда в жизни он уже не поймет, что такое и свобода, что такое национальное, что такое народ, он уже доел мусор. Даже если бы он понял этот мусор, его как бы перепрограммировали бы ему, череп его, туда влили бы что-то полезное, и он бы восстал бы. Первые украинцы бы передавали бы чеченцев русским и поддакивали бы, подыгрывали бы, как это и было. И Европа, и все, и Запад. То есть, да, я сейчас там другие моменты есть, там, когда весь мир облапошили, радикализация, пятое, десятое, но сегодня же как бы этот вопрос не поднимает ни Украина, ни радикалов, там, ни радикалов, все нормально, там батальоны шейх Мансуров, у них пятое, десятое, то есть ислам это там нормально, политический ислам и так далее, на это никто внимания не обращает же. Ну давайте без этого обращения внимания тогда на это, вот когда копнем, вот это вот у нас выходит, что всем миром нас изнасиловали вместе с русскими наш народ и превратили вот в такой вот керчу, мусорел, сидит какой-то этот подарок. А Самое этот сидит интересное, русский Золкин и еще там насмехается, ухмыляется. ну, он не просто İbrahim, надсмехается, он его унижает тем, что он показывает вот эту святость, как бы там ни было, что он не курит при взрослых, он в первый же шаг делает, унижает его, он записывает, как он курит, потом говорит, ну, хорошо, тебе еще за это попадет. Потом он понимает, что он не владеет русским языком и обыгрывает ситуацию разговора, диалога, да, так, чтобы вывести, показать, какой он дурачок. Это там просто колоссальное унижение есть, вот это просто настолько, что зубы сыпятся, когда смотришь это интервью. И насчет Украины и России самое интересное положение чеченцев. Выиграет Россия, проиграет Украина, чеченцы будут виноваты. Выиграет Украина, проиграет Россия, чеченцы будут виноваты. Почему так? İbrahim, данный момент, тина, Юхан, исторически события, такой от Украины, он был что первый исторический момент в России, Юль, Америка, выборш, عميال, تندر, и выборш такая, кубик буст, حلا, أخش, حلا,
نقطة propaganda على نقطة سيد نقطة فوارد بتاعنا نقطة بيتر نقطة ميلدين دول هنديسة أقام على الدرجة وصل هم خلاها جوش نقطة أو با ما بيعرف على نقطة كلا كمو شيء إمبيري سكرنا متيارك سادا فوارد سبيتي يقري من النقطة على الدكمات فمتى عوش نقطة دور في الوقت دعلو هيتا تونتا دي تتار اوفتن تو هنتا كيحر مموشا قاعدة دو اتشادي كنتارك نقصد من ويبرس امريكا تقوت كان عدو اللي لقب شهادة بريغو جنتو عند عواقو إذا عواقو تون ميتا رمزا حالي تمسي ميتا جعولي تنو وقت يسو وبريغو جن قايل نقطة على اي دقة بريغ نقطة بيحكي كنتي كنتو مش كوكسون بشهادة على الإيمان اللي بستقر قد الديستنس وقت رو يحكي مجون سانو شوفا سوال لسه Это сценарий, который был подписан к поцелуям Путина Корана в Чечне. Это сценарий, и мы должны это понимать. Вот сейчас, на сегодняшний день, получается так, что мы, Чечня, должны готовиться к какой-то, по-еврейски, если говорить, грандиозному кипишу. Это недолго. Сейчас вот 5-6 месяцев. Ехать должен. Evet, Naluiç bol, ya karşı tersi hago hiç bir şey yok. Çoğaş insan madar райский мод матахайтен, да? Райский мод. Сам и заступается, да, вообще и мусор, короче, и мусор, да, ценель, чем дик хиетарез, но проблема хую и мусор, пиуш моюитига, это мусор, там, это ублюдок, короче, это насильники, это вообще, это конченый, это мразь, это хиларах, даяларах, дам должен, да, эти. То есть там наш весь народ поставлен на конвейер. Вот этих вот солдат, короче, безмозглых, тупых, бородатых там каких-то ослоумных, полоумных, короче, воспитывают полностью на конвейер хватит. Надуя, примерно, $100, там еще тем временем 200 штук таких наштампуют. Просто вот эта вся система, она рухнуть, там бесполезно. А вот этот сидит, и он что делает? Типа вот этот чеченец, да, это вот мы чеченцы, вот такие. И он не знает даже ни А, ни Б, короче, не общаться, не понимает, тупой дебил. Вот посмотрите, короче, вот такие вот они боши, как бы, что подносить беш. А шупать, да, вот, и умышленно он
специально вот это вот пытается вот так вот это донести. А в другие моменты они не хотят озвучивать, не проговаривать. Да, вот из-за того, что если бы Запад бы нас сегодня бы оставил, нас бы русские изнасиловали бы. Я извиняюсь за откровенность. Ибраим, вот и момент, вот этот тонкий момент, когда он говорит, вот он обращается к русским, к России, что вот они оформляют инвалидные, это дотационный регион, вот на ваши налоги эта республика существует. И матуи питантош мауиз, он питантош мауиз, между строк надо уметь читать. Да, но они эту систему таким образом там установили, чтобы ты становился вором, начал воровать, как бы начал грабить, начал вот эти делать ложные какие-то инвалидности, и прекрасно, Масана, вы что, вот все здесь слушающие, вы что, не знаете, как компенсацию у нас брали ночью, как ее давали? Вы знаете же все, мне учить вас никого же не надо. Вы что думаете, это русские, которые эту компенсацию как бы выдают там, они что, не знают эту всю систему? Оха, Умышленно. Ибраим, дух оха. Да, это умышленно. Русский мир, он вот такой, гниль майонез натуральная. Это дерьмо, в которое ты влезаешь и все, туда пачкаешься и полностью вонять от тебя русским миром начинает. Это сидит, а он один, там какие-то эти менционные. Вот так нам установили из-за вас, из-за всех, потому что вы все сидели, в носы, короче, крутили там, вообще прикалывались кто-то, кому-то вообще по барабану. Вообще-то Украина в основном за русню болела там, да, когда нас с асфальтом сравнивали. Вот теперь это назад возвращается. Только там не чеченцы виноваты. Вот эта политика сейчас чеченизирует вот эту ситуацию, да? Как бы даже на того же вот этого полоумного, которого они посадят там перед собой, с ним общаются, который не может даже объяснить свою ситуацию нормально, довести, короче, до этого, до своего собеседника вот это дело. Даже, короче, дело, мысли я потерял, сейчас извиняюсь. Такое у меня бывает на эмоциях, когда. Ну, одним словом, ишти палки, егуш вукуш. Я сейчас вспомню, договорить в смысле. Пожал boşlar moder duh İbrahim. Şeş dinum doktor. Unse daş hadoşdu. هي تيرش باس با ماشينو خدول شايه تو عروسات Хази. Хази. ابراهيم تاريسك رتا شقي قانوسك هودو يتسهوش Короче, шадол, джинши, шадек, мета, делмач. И мысль, дагца я не сум, бэрасам, просто в целом, элгэх, так удар. هو حميش أحسن خان واتخن صح حلقي بش
مبوء إشت وسبتاني إيش تخن صار شاش دين программ يو تخن دعيوش إيش تسجع ستيرونا Да, как бы всем миром, что ты хати дахкин мадуевой, всем миром нас к вот этому подвели. И сегодня продолжается веша духовность. Там сейчас можно что угодно говорить, да, про политизм, про это, это. Но в целом, мы муха бахан штигахит не дать, у бахан штигахит штала, как бы и вообще Украина, там Украина, это было полдунный удар из Мадуития. Вот этот западный мир помогает он. Если бы без вот этого поддержки западного мира, от Карпенко уже давным-давно, на русский мир обслуживать ешь. Возможно, точно так же, как вот этот чувак, который напротив него сидит. Уже, как и он, из Сан, короче, точно вообще уже на других фронтах русский мир обслуживать ешь. Сега на Волш перешел шоркас, да? Если бы не вот этот за поддержку западного мира. Взять, когда ждать, царь мелдик взять, бага коррупцию бог, как ваш. Аж бук оушаш бук оз систем يخسج يزع أخش دلمين تيجي تصدقت دعدش دش аж бук оушунца. Это еще вол даже сега вол ног чувак. Там том беш, табеш, том беш, убош, лилш. Местно тебя аж был Украина, но все чеченцы в Украине до второй русско-украинской войны, которую даже по сей день украинцы почему-то боятся таковой называть. До вот этой второй русско-украинской войны все вот эти вот тягабол-ногчи, они находились под санкциями. Они и сегодня находятся. Просто в связи с военной вот этой ситуацией, в связи с тем, что там и пушечного мяса интерес есть, и еще Сундела как бы на второй план откинуты. Ищ дугар. Ну, опять-таки же, там полностью обвинять в чем-то вот эту украинскую сторону. Украинцы, где бы там двояко, двулично, как угодно они поступали бы, самое важное, в чем их нельзя не винить, ничего, эти люди, они стоят, то есть на первом месте у этих людей стоит свой национальный интерес. Вот за это только уважать можно людей, за то, что у них свои национальные интересы, за которые они готовы грызться, бороться. Брям, так от ногч, и тайп ногчи юках якбар. И очень хуми анду так церь. Вот почему чеченцы вот такой вот ситуации по отношению между Россией и Украиной? Это же не просто так. Ну там изначально, там изначально даже был вариант, что со стороны Украины вот эти русские украинцы, они как бы делали подачу, чтобы сконцентрироваться на том, что вот это ВУИЦР, Запорожский атомная электростанция, сейчас типа
чеченцы ее захватят и будут требовать независимость Ичкерии. То есть вот эти вот полоумные, подрусские, вот которых Золкина не показывают, вообще шагуит, полные вот эти вот русские боевики в русских отрядах, подрусские, якобы они захватят вот эту атомную электростанцию в Запорожье, будут просить независимость Ичкерии почему-то. Вот такие вот это вот, они подачу давали туда, в Россию, типа давайте сделаем их виновными и по-братски, короче, разойдемся на это. Ну, что-то у них не получилось, видимо, те не приняли эту подачу, что-то там. Потом нам куда, короче, с этой Ичкерией бог. Или же просто понимая, что там даже некому поручить вот такой вот сценарий, чтобы там они озвучили где-то. В любом случае, туда как бы дальше не пошло. Но вот такие вот потуги со стороны украинцев, они были. То есть вот этот подача, она была туда дана. Как бы давайте сделаем из этого общего какого-то врага и Бля, ну смотри, пускай они там евреи, еврейские, русские, ну как пофигу, как бы, извиняюсь за грубость. Это их внутренняя, вообще вся русня, она, я не знаю, из чего она состоит, там папу своего не знает никто. И вот это вот вся, вот это вот русские какие-то им пришлось бы там поставить своих людей. Тогда что там получается? Тогда там получается перед мировой общественностью, перед всеми, что туда пришел русский, и он мучает, он гнобит, он насилует, он, короче, ассимилировать пытается в себя, в свою среду превратить вот этот чеченский народ и все преступления, которые там происходят, убийства, похищения, всякие огромные средства, вот эти вот незаконный оборот и так далее. Да, вот эта вся система, она полностью ложится официально на русских Сидоровых, которые там поставлены во главе, понимаешь? Чтобы этого не происходило, чтобы происходило то, что мы сегодня наблюдаем, чтобы чеченизировать, то есть показать, что это у нас какое-то руководство чеченское, чеченский какой-то падишах, чеченский, видите ли, своими силами, своими средствами там установил вот такую вот систему, видите ли. Так, и то, что мы вот это сегодня видим, чтобы оно вот так вот именно было, вот для того и поставлен туда. Сначала Кадыров-старший, который начал свои какие-то видения, и свои интересы, там, свои какие-то потуги проявлять. Так, его сразу на бочку с порохом на стадионе «Динамо». А вот этот вот мелкий, он уже гораздо такой более и подлый, и лучше команды выполняет. Своих каких-то у него воззрений, своих там видений, своих выпадов. Вот этого он не имеет. Это абсолютно полностью управляемый, свой надежный, короче. Такого вот они нашли в нем. И вот в этом, да, в этом надо отдать должное его полной вот этой лояльности, полной его персоне, вот, которую он сегодня представляет. Интересная персона для русских. Вот в этом, да, я согласен, они нашли уникальный персонаж.
Но во всем остальном там абсолютно, что это человек от себя что-то автономно там является и математиком, и известным хирургом опытным, и генералом армии, генералом милиции, потом что у него еще за регалии там доктором наук и так далее. Это же, я не знаю, какому-нибудь Академик ослу, даже больше. да, какому-нибудь ослу с горного Дагестана даже ясно, что это академик, что это за академичество, что это такое. Иду просто вот его персона, она да, в его персоне только для того, чтобы русские, вот как сегодня, якобы со стороны даже Путин туда приезжает, и якобы Путин там перед ними, я не знаю, там на побегушках, дядя ему еще говорит, а что нам с ним делать? И вот это тебе еще не тем, кто не до конца понимает вот этот сценарий, который они там показали на Западе. Вот хороший русский имперец Илларионов, он это разжевал еще лучше преподнес, которому здесь вроде бы верят, да, на Западе. Иштумду, бол буцеру, что мисткам дуй, по большому счету, миска дую, дебильный дух, attention. Явную погибель, дуючи, attention считаю. Гайца гох, да, сейчас